Здравствуйте, на канале МТС Новости, в студии Джилдош Исаков. Генеральная прокуратура займется фактами массовой прописки кыргызстанцев-сельчан в городах. С таким поручением к надзорному органу обратилась Центральная комиссия по выборам. В ГРС рапортуют о резком увеличении населения в тех городах, где уже 12 апреля пройдут выборы в местные кенеши. Это Ош, куда за последний месяц прописались почти 40 тысяч человек, Токмок, который вырос на 6 тысяч человек, а также Каракол и Майлисум. Госрегистрационная служба, милиция и ГКНБ проведут срочный анализ ситуации с определением истинной причины переселения, так как уже имеются факты, что по одному и тому же адресу регистрируются десятки человек. В ЦИК заявили, что в связи с предстоящими выборами в этих городах необходимо принять срочные меры, чтобы не допустить манипуляций со списками избирателей. Наша республика пожаловалась в ВТО на Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Несмотря на ряд двусторонних переговоров по решению проблем с пересечением границ большегрузами, которые следуют транзитом через Казахстан, ситуация не изменилась. Ужесточение проверок грузов и сопроводительных документов, а также дополнительные требования по установке электронных пломб Казахстан принял в одностороннем порядке. Из-за задержек с передвижением товаров предприниматели и транспортные компании столкнулись с большими финансовыми потерями, связанными со срывом сроков поставок заказчикам. О ситуации с затором фур на границе наши чиновники рассказали членам Всемирной торговой организации на одном из заседаний по упрощению процедур торговли, которое прошло в Женеве. Они подчеркнули, что те барьеры, что чинят нам соседи, наносят непоправимый вред торговым отношениям Кыргызстана с третьими странами и перевозчикам. Действия Комитета по доходам Казахстана провоцируют очереди из транзитных машин длиной в 10 километров. Сметал все на своем пути – бордюры, знаки и деревья. Автомобиль, внутри которого находились трое человек, смог остановить только жилой дом. Никто из молодых людей не пострадал. Авария произошла накануне в Бишкеке около 10 вечера на перекрестке улиц Лермонтова и Ворошилова. По словам очевидцев, машина марки Nissan на большой скорости выскочила на встречную полосу, после чего ее выбросило с дороги, и она уперлась в стену дома, оказавшись лежать на боку. Внутри машины было два парня и девушка, и их госпитализировали. Назначены все медицинские экспертизы, в том числе по подозрению на алкогольное опьянение. И он, получается, Лермонтова пересекает, там же, как подъем идет, его подкидывает. Его подкидывает, все, искры прямо из-под машины, и его боком, все, его вправо вот так потащило. И он вот так летел тупо боком, все, он в тормоз нажал. И знак «Уступи дорогу» стоял. Все, он вылетает, получается, и он вот так, как боком, вот с машиной как стоит, он вот так вот боком сносил, его просто этажка остановила. Все. Все, они вышли, потому что все здесь сразу начали кричать: дети, не дети. Он говорит: нет, дети дома. Все, они трое были, потому что даже мама кого-то подъехала, и она со скорой уехала тоже, поэтому сразу. Большая часть казахстанцев, преимущественно этнических донган, вернулись домой. Всего за 3 дня, с 7 по 9 февраля в Казахстан с территории нашей республики выехали 21 тысяча граждан этой страны. Как отметил начальник управления погранконтроля Нурланбек Джалбиев, основная масса – это бежавшие из-за конфликта в селах Масанчи и Суртубе. Однако среди этих людей есть и другие казахстанцы, которые прибыли в Кыргызстан по другим причинам из других городов. Напомним всего, как сообщал нынешний глава Джамбыльской области Бердибек Сапарбаев, в разгар столкновений из нескольких казахских сел к нам прибыли 24 тысячи жителей. В результате конфликта сгорело более 30 домов, 15 торговых точек и 23 автомобиля. 40 человек пострадали и 11 погибли. Накануне стало известно, что при разборе завалов одного из разрушенных торговых центров были найдены сгоревшие человеческие останки. Переливанием плазмы крови уже выздоровевших людей спасают тех, кто еще не поборол коронавирус в Китае. Медики там применили этот способ на 10 инфицированных, находящихся в тяжелейшем состоянии. Врачи одного из госпиталей в Ухане протестировали этот метод и заявили о его эффективности. Теперь доктора призывают переболевших сдавать кровь. Так, в их плазме уже имеются антитела, которые и помогают справиться с коронавирусом. Каждому кыргызстанцу, вне зависимости от места работы и имеющегося имущества, придется сдавать единую налоговую декларацию, но только с 2026 года. Глава государства подписал указ об отсрочке всеобщего налогового декларирования.
Вводить его будут поэтапно, таковы поправки в налоговый кодекс. Согласно принятым изменениям, со следующего года сведения о своих доходах и расходах будут сдавать те граждане, что работают в госорганах, госмуниципальных предприятиях, а также организациях с государственной долей участия. Отчитываться в обязательном порядке также будут граждане, работающие в международных организациях, и те, кто совершил покупки на сумму более чем в 300 тысяч сомов. А с 2023 года декларацию должны будут сдавать те, кто получает налогооблагаемые доходы, а уже с 2026 года абсолютно все физические лица будут обязаны предоставить отчетность налоговой. «27 февраля в Кремлевском дворце съездов в Москве Сооронбай Джеймбеков и Владимир Путин откроют перекрестный год Кыргызстана и России. Дату открытия сообщили в посольстве Российской Федерации в нашей республике. В этот день пройдет официальная церемония открытия, после которой в течение целого года на территории обеих стран пройдет 221 мероприятие культурного и экономического характера. Федерацию футбола Кыргызстана упразднили. Теперь вместо нее организован Кыргызский футбольный союз, сообщили представители организации. Как выяснилось, в таком формате они работают уже с начала этого года. Это было продиктовано изменениями в уставе Международной федерации футбола. КФС пояснили, что объединение юридических лиц считается наиболее оптимальной организационно-правовой формой Национальной футбольной ассоциации. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Оставайтесь с нами.